Здравствуйте! Вы смотрите «Авторивьеру». В наших выпусках мы чаще говорим о безопасности дорожного движения и культуре вождения, а также показываем интересные туристические маршруты. Сегодня мы будем говорить о дорожно-транспортной обстановке, о парковках и обо многом другом. Поехали! Мы в основном будем говорить о подготовке к летнему курортному сезону и об увеличении парка автомобилей. За последние годы произошел стремительный рост автомобильного парка в Абхазии. Это мы можем наблюдать невооруженным глазом на наших дорогах и на наших парковках. Практически с утра и до позднего вечера мы наблюдаем очень интенсивное движение на дорогах. И все мы понимаем, что надо усовершенствовать схемы организации движения на отдельных участках. Было бы полезным откорректировать алгоритм и схему работы светофоров на различных перекрестках. Это бы помогло разгрузить наши сегодняшние заторы. Дороги в городе Сухом еще имеют какие-то резервы для коррекции организации дорожного движения. Пока еще есть куда регулировать светофоры на отдельных перекрестках. И за счет этого можно улучшить движение на наших дорогах. Каким-то образом надо увеличивать парковочные места. Если, например, брать столицу Абхазии, то в центре города припарковаться в будние дни особенно бывает очень сложно. Все парковки заняты. На эти вопросы нам сегодня ответит начальник управления госавтоинспекции Абхазии Батал Агарба. Круглый год в Абхазию приезжает много туристов, но, как известно, к летнему сезону картина кардинально меняется. Поток туристов, в том числе многие из них приезжают на своих автомобилях, он увеличивается. И в этом году, кстати, прогнозы говорят о том, что их будет больше, чем в прошлом году. Это и увеличение трансферных, экскурсионных перевозок, грузоперевозок и многое другое, что связано с туристической сферой. Что предпринимается вами, чтобы на дорогах Абхазии дорожно-транспортная ситуация была безопасной и комфортной для водителей и пассажиров? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, безусловно, мы постараемся сделать все, чтобы на наших дорогах было намного безопаснее, намного комфортнее. В данный момент проводится работа изучения дорог, маршрутов экскурсионного назначения для того, чтобы, насколько возможно, подготовить дорожную инфраструктуру для встречи наших гостей, для пользования безопасного вышеупомянутых маршрутов. На сегодняшний день, если вы видите, дорожники сейчас работают по очистке обочины от мусора, очистка обочины от деревьев, которые нависают над проезжей частью, что не есть тоже безопасно. В этом направлении такая работа в данный момент проводится. В свою очередь, госавтоинспекция, конечно, готовится к летнему-курортному сезону. Как показывает практика, у нас значительно в этот период увеличивается количество транспорта на наших дорогах. Дороги загружаются, трафик транспорта снижается. Усиливаем патрули, проводим мероприятия по патрулированию республиканской трассы, дорог районного значения, скрытый контроль ведем, контроль фото-видеофиксации. Мы сейчас с вами находимся на Приморском посту, где, как вы слышите, робот сигнализирует о подъезде транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения, статьи 117 части 2, это превышение скоростного режима. Такая работа нами проводится. Также милиция с 15 мая перешла на ношение формы летней, так что мы сейчас личный состав переодеваем в белые рубашки, чтобы это было красиво, симпатично. Будет ли у водителей, особенно автотуристов, заезжающих к нам, какая-то информационная поддержка с вашей службы? Какие-то телефоны, куда они могут позвонить? Да, безусловно, такая работа проводится всегда, не только в летний курортный сезон. На нашем
сайте Министерства внутренних дел вывешена вся необходимая информация для автотуристов по нашему действующему законодательству, по тем вопросам, которых интересует, работает горячая линия. Если вы обратите внимание, на посту вывешен баннер, где указаны номера телефонов службы собственной безопасности, управления ГАИ и так далее. В этом плане информационную работу на достаточном уровне проводим. Люди обращаются, если есть какие-то факты, скажем, превышения своих полномочий с сотрудниками, то реакция молниеносная, проводится проверка. И если есть факты, которые подтверждают нарушение прав водителей, естественно, принимаются все соответствующие меры. Слава богу, процент обращения автотуристов по нарушению их прав практически минимален в данный момент. Практически нет. Человек приезжает в незнакомую местность, может он где-то нарушит по незнанию, по недоглядел какие-то знаки. Будет ли снисходительно к ним относиться госавтоинспекция? Безусловно, мы относимся к автотуристам снисходительно. Мы за незначительные нарушения, которые напрямую не влияют на безопасность на дорогах, предупреждаем, не останавливаем. Но если есть грубые нарушения правил дорожного движения, такие как могут повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие, да, безусловно, возбуждается административное производство в соответствии с действующим законодательством. Поменялась ли у нас ситуация с автострахованием въезжающего автотранспорта? Да, в этом году у нас изменилась ситуация. У нас вступил в силу закон об автостраховании иностранных транспортных средств. И каждый гражданин, который заезжает на территорию Республики Абхазия на транспортном средстве с иностранным учетом, обязан получить страховой полис. Такое у нас законодательство, и руководство поставило на контроль этот вопрос для соблюдения действующего законодательства. Нами приняты меры по привлечению нарушителей правил дорожного движения по автострахованию проводить только лишь на 2 постах. Это пост Приморск, где мы сейчас находимся, и пост Бзып. Вот в этих обозначенных мною выше местах будут проводить профилактику по иностранным транспортам, которые должны и обязаны иметь страховку в Республике Абхазия, когда въезжают на территорию. Да и многие сами автотуристы говорят, что перемещаться по дорогам Абхазии им будет даже спокойнее, если у них будет полис автострахования. Батал Валерьевич, вот невооруженным глазом мы замечаем, что вот из года в год количество автотранспорта на наших дорогах увеличивается, плотность потоков заметно растет. Да и на парковочных местах, вот особенно в столице, в центре их города, практически не осталось. если свободно посмотреть, то очень сложно найти парковочное место в будние дни. На какое количество за этот год вырос автопарк Абхазии? Я вам скажу, за последние 5 лет у нас резкий рост был. Это примерно где-то на 20 тысяч транспортных средств у нас автопарк возрос. Это обусловлено тем, что японский авторынок был доступен для наших граждан в связи со своей низкой ценой. Но в данный момент это сейчас у нас резко приостановилось, а цены в связи с последними общемировыми потрясениями так сложилось, что дорого очень привезти транспортное средство, и у нас увеличение автопарка значительно снизилось. В данный момент на территории Республики Абхазия на учете стоит около 67 тысяч транспортных средств, стоящих на учете, повторюсь, в управлении ГАИ Республики Абхазия. Да, это значительно повлияло на количество транспорта на наших дорогах, трафик увеличился, загруженность дорог увеличилась в часы пик. Количество свободных парковочных мест значительно уменьшилось. К сожалению, мы не увеличиваем парковочные места, только их сокращаем в момент строительства и проектирования каких-то объектов. Конечно же, тут у нас назревает вопрос о незаконной парковке стоянки, особенно в городах, что негативно влияет на трафик дорожного движения на дорогах городского значения, пробки и так далее. И нам необходимо тут регулировать наше законодательство, действенный механизм вплоть до эвакуации. Мы должны к этому будем прийти. Почему? Потому что, к сожалению, культура наших водителей оставляет желать лучшего. И над этим необходимо поработать нам все вместе, донести до наших граждан, что на дороге они не одни. Очень много участников дорожного движения. Автомобиль – опасный вид транспорта. И что хочу еще подчеркнуть, с увеличением транспортных средств
и увеличивается потенциал происшествий. В этом направлении мы проводим профилактику, ежедневные рейдовые мероприятия по предотвращению нарушений правил дорожного движения и также последствий дорожно-транспортных происшествий. В кодексе административных штрафов какие-то изменения намечаются вот, в плане, допустим, некорректной парковки, нарушения правил парковки, там, способов парковки, не знаю, потому что это вот бывает, припарковался человек, занял 3 места поперек. Ему и выезжать, кстати, будет потом сложно. Ну, вот. Да, это в первую очередь это слабая дисциплина, культура вождения транспортным средством, неуважение другим участникам дорожного движения. Госавтоинспекция, есть один проект, который рассматривается в данный момент в прокуратуре и в Министерстве внутренних дел в правовом отделе. Мы рекомендуем, если вы, наверное, много раз каждый из водителей сталкивался, раньше госавтоинспекция за незаконную парковку практиковала изъятие регистрационных знаков. Это незаконная мера, и мы от нее ушли, хотя она была необходимая. И действенного рычага воздействия на незаконную парковку у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет. Мы или должны эвакуировать. Для того, чтобы эвакуировать, нам необходимо иметь специальные транспортные средства, специальную установку, специальную автостоянку для эвакуированных транспортных средств. У нас сегодня этого всего нет, и сложно представить пока, как это будет работать у нас по эвакуации транспортных средств. Эвакуация – это дополнительные расходы для водителя тоже. Да, ну вот к чему говорю, пока и рассматривается проект, который позволит нам более эффективно бороться с незаконной парковкой. Я так понимаю, это фотофиксация нарушения парковки? В том числе и фотофиксация, которая будет в автоматическом режиме фиксировать это нарушение, и чтобы принцип неотвратимости наказания по этой части поддерживать. То есть как во всех странах за нарушение парковки под стекло штраф? То есть это у нас тоже будет практиковаться в скором времени, да? Да, будем автоматизировать процессы. Для этого нам необходимо техническое оснащение нашей системы фото-видеофиксации, которая, к сожалению, пока только у нас работает на республиканской трассе. Необходимо расширять возможности у этого проекта большие. Ну, часто наблюдаем, что сотрудники госавтоинспекции просят переместить свой автотранспорт, не припаркованный с нарушением правил парковки. Ну, такие просьбы, они действуют только на данную ситуацию. Если говорить о дорожном движении в черте столицы, вот города Сухум, что вы будете предпринимать, что у вас намечено по усовершенствованию дорожной инфраструктуры, организации движения? На сегодняшний день, если говорить об изменении и ремонте инфраструктуры дорожной в столице нашей страны, ведется работа дорожниками очень большая. Мы видим, что идет замена покрытия на улице Гуля, Джонуа, Абазинская частично ремонтируется. И движение вокруг рынка стоит вопрос, обсуждается в городском собрании изменение дорожного движения. Есть улицы, где одностороннее движение. Вот, и в связи с улучшением дорожной инфраструктуры вокруг нашего рынка есть вопрос, что где-то одностороннее движение сделать двухсторонним. Это имама Шамиля обсуждается вопрос, и улица Гуля, вот, если говорить точнее, вот сзади рынка, двухстороннее или одностороннее. Сейчас, может быть, даже в тестовом режиме мы данное изменение применим для того, чтобы посмотреть, насколько это будет удобно, комфортно для горожан. Хочу обратиться к нашим водителям, чтобы они были вежливы, культурны друг к другу, уважали себя, других участников дорожного движения, были внимательны, бдительны, соблюдали строго правила дорожного движения, не подвергали опасности себя, других участников дорожного движения. В сложившейся ситуации водителям как никогда следует запастись терпением и проявлять взаимоуважение на дорогах.